шквалистый ветер, это капли росы на рассвете. Программу мероприятия торжественно открывает Центральный пограничный ансамбль ФСБ России номером «От края до края». «Беречь отчизну, долг и честь» под таким названием проходит и концерт, проводимый в рамках информационно-пропагандистской акции. Сегодня мы чествуем защитников российских границ, мужественных и смелых людей, оберегающих безопасность страны и наших граждан. В этом году наша страна отметила 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Здесь выражают слова особой признательности ветеранам пограничной службы за их безграничную преданность Родине. Они не раз доказывали свой профессионализм, равняясь на поколение победителей, достойно выполняли самые сложные задачи. Танец «Русский сувенир» исполняют в их честь. Родина дается каждому из нас с рождения, ее не выбирают, а свято чтут и оберегают, как великую святыню, как главное достояние, завещанное нашими предками. Об этом поется в песне «День героев». Тихо плачет весна, а навеки с войною ушедший. Здесь говорят о героизме отцов и дедов и сегодняшних наших защитников, которые берегут свое наследие. Сегодня враг в очередной раз ополчился против нашей страны. Его цель – уничтожить Россию. Но потомки героев Великой Отечественной войны этого не допустят. Не воюйте с русскими, ваши плечи хрупкие, хрустнут под нагрузками, только сами русские могут биться с русскими. В рамках мероприятия прошла и выставка, где представили спецформу пограничников. Посетителям также подарили журналы и газеты с историей и нюансах работы погранслужбы. Целями акции является патриотическое воспитание граждан, работа с военно-патриотическими молодежными и детскими объединениями, в частности с объединениями «Юные друзья пограничников». История пограничной службы хранит в себе немало примеров стойкости воинов-пограничников и их подвигов в годы Великой Отечественной войны, во время военных конфликтов на острове Даманском, в Афганистане и Таджикистане, в борьбе с международным терроризмом на Кавказе, а сегодня на российско-украинской границе. Познакомилась реально с нашими представителями погранвойск. И то, что сегодня они проводят эту акцию в Доме культуры города Назрань, и была прекраснейшая библиотека, то есть литература, которую даже вы, наверное, снимали, и газеты, в которых именно разведка, разведчики – это особое направление в среде вооруженных сил всех разных направлений. Подобные акции проводятся пограничной службой в разных регионах страны уже 17 лет. В Ингушетию же Центральный пограничный ансамбль ФСБ России приехал впервые. Сегодня все смогли почувствовать сопричастность к судьбе государства, готовность защищать интересы Родины. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.